Культура Кавказа в условиях глобальных перемен. Язык, этнография, фольклор, литература. Так называлась одна из секций, в которой работали не только абхазские ученые, но и научные сотрудники институтов Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и других стран. Ученые обсудили историю развития народов Кавказа, рассказали о происхождении многих языков, об их схожести между собой. Доктор филологических наук, профессор Северо-Осетинского университета имени Хитагурова Лариса Гацалова уже принимала участие в научной конференции, проводимой в Абхазии. По ее словам, подобные форумы дают возможность ученым обмениваться опытом, узнавать много нового, в том числе об истории Абхазии, ее культуре и традициях. Очень интересная дискуссия разгорелась по поводу реальных контактов абхазо-осетинских. У нас есть лексические схождения, у нас есть культурные схождения, у нас общее мировоззрение. Это, видимо, не случайно. Все отражается и в наших современных политических событиях, потому что очень много общего в культуре, в языке, в фольклоре. По словам научного руководителя секции, доктора филологических наук Лили Хагба, после завершения конференции весь собранный материал будет обработан и, возможно, издан. В секции под названием «Кавказ и Абхазия в новое и новейшее время» обсуждались в частности проблемы развития государств, вопросы истории, экономики, демографии. Кандидат исторических наук Астан Дахашма изучает проблему демографии в Абхазии вот уже более 10 лет. По ее мнению, особое внимание необходимо уделить вопросам миграции населения из сельской местности в город. Демография у нас в Абхазии, конечно, желательно было бы, чтобы она была бы лучше, потому что численность населения у нас увеличилась, начиная с 2003 года по 2011 год, не намного. Население в Абхазии, именно городского населения, а именно города Сухум, между двумя переписями увеличилось благодаря внутренней миграции, которая происходит по сей день в Абхазии из села в город. Потому что молодые семьи, именно когда уже дети достигли школьного возраста, они сюда, в город, в городскую местность переселяются. В третьей секции обсуждались события Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Его участники зачитали доклады, посвященные грузино-абхазской войне. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела источниковедения БИГИ Владимир Авицба рассказал о том, какую помощь оказывали абхазы, проживающие в Турции, своей исторической родине во время войны. По словам Владимира Авицба, на эту тему накопилось большое количество материала. Турецкие наши соотечественники, как свою собственную, она и их собственная родина, восприняли эту войну, собирали на помощь фронту кто что мог. Деньгами, орехом, мандаринами, апельсинами. А был такой случай, собирали также деньги, один такой пожилой, хилый старик залез к себе на грудный карман пиджака и завернутый в замасленную тряпку деньги вытащил и сказал: эти деньги я хранил для того, он безродный, для того, чтобы, когда я умру, мои соседи купили саван и завернули меня. Но я вижу, сегодня эти деньги больше нужны Абхазии. Положите, пожалуйста, эти деньги в общую копилку. В Международном научном форуме, посвященном 25-летию Победы и 10-летию признания независимости Абхазии, приняли участие многочисленные гости из России, Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Белоруссии. В течение 2 дней было зачитано более 70 научных докладов. Конференция была организована Абхазским институтом гуманитарных исследований и Академией наук Абхазии. Сария Смыр, Артур Каландия. Абхазское телевидение.